Салам достор, биздин буга чейинки миграционный картаны узартуу боюнча тарткан видеосуна абдан көп суроолор болгон. Ошол суроолорго бүгүн профессионалдуу юрист Артем Еврянов жооп берет. Под последним нашим видео по поводу необходимости продления срока пребывания было оставлено много комментариев с просьбой разъяснить еще раз порядок подачи документов для продления срока пребывания. Разъясняем. В течение 90 дней с момента въезда на территорию России вы обязаны пройти в Сахарова, дактилоскопию сдать, получить регистрацию в течение месяца. В последующем вам необходимо официально трудоустроиться. Это должен быть либо трудовой договор, либо договор гражданско-правового характера. Когда приближается уже срок пребывания, то есть ближе к 90 дням, вам необходимо обратиться в отдел полиции по тому месту, где вы зарегистрированы. Это может быть любой отдел полиции, будь там Замоскворечье, Алтуфьево, разницы нет. Там написано все в регистрации. С заявлением. Пишите заявление о том, что я такая-то, такая-то, я такой-то, такой-то. Прошу продлить мне срок пребывания на территории России. Это все в произвольной форме пишется. Но к этому заявлению вам необходимо приложить дополнительное, это копия паспорта, ну, копию документа, удостоверяющего личность, и копию трудового договора. И, соответственно, миграционную карту, на которой на обороте после проверки всех документов вам сотрудники полиции ставят печать о том, что вам продлен срок пребывания. Только такие документы будут являться основанием для законного нахождения на территории России. Если вы приехали с семьей, допустим, супруга не работает, работает только лишь супруг. Вопрос, как супруги продлить? То же самое. Супруг идет в отдел по вопросам миграции, те же самые документы прикладывают, но к ним еще приобщают свидетельство о заключении брака, чтобы такой же печать поставили и супруги. И тем самым она, хотя и не работает, но она находится, законно будет находиться здесь. Ей срок пребывания будет продлен, так как она является членом семьи гражданина из Европейского экономического союза. Только такие документы необходимы нужны. Добивайтесь, чтобы это заявление было зарегистрировано надлежащим образом. Потому что срок его рассмотрения в течение 3 дней. Вам должны в течение 3 дней сотрудники полиции поставить печать о продлении срока пребывания. Если выяснится при проверке о том, что у вас стоит какой-то запрет, либо там множество штрафов разных, вам этот срок пребывания могут сократить. И вы будете обязаны выехать в течение 3 дней. Но это обязательная процедура, которую сейчас требуют практически все суды. По крайней мере, в Москве, там Московский городской суд, Второй кассационный суд. Там позиция еще немножко неоднозначна, но уже есть большое количество судей, которые придерживаются именно этой позиции, что необходимо продлевать срок пребывания таким образом. Это как бы не новое, но не новый приказ. Он еще действует с ноября 2021 года. Но только стал применяться вот последний месяц-два активно в Москве. Очень мало людей, которые даже к нам обращаются, которые работают официально. Смотрим документы, а печати на миграционной карте нет. И мы всем рекомендуем данные нарушения устранить. Поэтому неоднозначная еще практика, до конца еще она не устоялась. Но береженого Бог бережет. Главное, чтобы все документы были у вас в порядке. И мы настоятельно рекомендуем данную процедуру обязательно выполнять. Это несложно. Подали документы, в течение 3 дней вам поставили печать, и вам продлевают срок пребывания до года. То есть вы въехали 1 февраля 2024, все сделали, и вам продлевают срок до 1 февраля 2025 года. И так советуют каждый год. Просто необходимо прийти вовремя в отдел полиции и подать документы. Демек, мекендештер өзүңүздөр уккандай эле, бул МВДнын приказы 22 ноябрь 2021 жылы күчүнө кирген. Ошондон бери Кыргызстандын жарандары Россия жергесине киргенден кийин регистрация, идентификация личности, трудовой договордон сырткары өзүнүн миграционная картасындагы узартып артына печать койдурушу керек. Бул бир гана эмгек мигранттарына миграционная картасында работа деп белгиленген
мекендештерибизге гана тиешелүү. Бул сиздердин мындайча айтканда Россия жергесинде жүрүүгө негиз деп койсок болот. Россия жергесинде жүрүүңүздөргө негизиңиздер болуп эсептелинет. Бул нерсени сиздерге эмне үчүн айтып жатабыз? Эмне үчүн мурдагындай эле трудовой договордун негизинде азыр жүрүүгө болбойт? Эмне үчүн мурдагындай эле миграционный картаны узартпай эле жүрүүгө болбойт? Анткени азыркы учурда биздин юристтер Мосгор сотко, Второй кассационный сотко сиздердин бизге кайрылган мекендештерибиздин миграционный картаңыздардын артында печать жок болсо, узатылган эмес болсо, анда соттор сизге выдворениеңизди жокко чыгарбай коюшу мүмкүн. Азыркы учурда бул нерсе талкууда. Мындайча орусча айтканда спорный деп койсок болот, спорный момент. Кээ бирки соттор буга карабай эле выдворенияны жокко чыгара берет. Кээ бирки соттор сиз официалдуу түрдө иштеген болсоңуз дагы ушул нерсеге сиздерди таянып туруп алышы мүмкүн. Эми кандай документтер керек, кайсыл жака кайрылуу керек деген суроого жооп берсек, сиздердин регистрацияңыз кайсыл райондо болсо, ошол районго караштуу МВД отдел по вопросам миграции кайрыласыздар. Ал жерге паспорт менен миграционная карта керек болот, регистрацияны аласыздар сөзсүз түрдө. Жана ошондой эле эң башкысы трудовой договорду алып аласыздар. Ушул документтер менен жана арыз менен сөзсүз түрдө кайрыласыздар. Сиздердин арызыңыздарды 3 күндүн ичинде полиция кызматкерлери карап, миграционная картаңыздын артына печать коюп узартып берет. Эгерде трудовой договоруңуз 1 жылга чейин же бессрочный болсо, сиздерге миграционная картанын артына 1 жылга чейин узартып берет. Жыл сайын, ошондо сиздер жыл сайын же болбосо ошол миграционная картанын артындагы печаттын датасы бүткөн күнгө чейин кайрылып, узартып турушуңуздар зарыл. Дагы кандайдыр бир юридикалык сурооңуздар болсо, видеонун астында комментарийде калтырсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө баарыңыздарга жооп бергенге аракет кылабыз.